собой. Менять все прямо сразу, тут же. Итак, мы с вами... Очень большая просьба, выступающие, вы работаете прямо вот здесь, сидя. Я, конечно, всех понимаю, вы все педагоги не привыкли работать сидя, это очень сложно, но нас слушают сейчас Благовский, да, с Луганской Народной Республики, Благовский учебно-воспитательный комплекс. Мы всех приветствуем, мы вот сейчас напрямую их не видим, но они нас видят. Поэтому мы очень приветствуем наших коллег с Луганской Народной Республики, рады, что мы с вами будем теперь коллегами. И, пожалуйста, уважаемые, вот так сидя, чтобы нас было всем друг другу видно. Хорошо? И максимально делитесь вашим опытом, вашими наработками друг с другом. Не жалейте ваш материал, потому что это очень бесценный опыт, нужный друг для друга для нашего совместного развития. Ну, а я хочу в двух словах сказать, вот так и хочется встать. В двух словах сказать, что школа, конечно же, на селе является центром любых событий, происходящих на селе, таким социокультурным ядром социокультурной сферы села, куда включается, кроме школы, естественно, и библиотеки в первую очередь, дома культуры или клубы, ФАПы, органы соцзащиты и так далее. И традиционно, естественно, таким своеобразным образом сельской, скажем так, чертой своеобразной сельского образа жизни являлось воспитание ребенка всем миром. И чем меньше село, населенный пункт, да, тем эта вот черта ярче проявляется. Когда включается воспитание не только родители, брошенные сам на сам, да, включаются и, естественно, педагоги школы, включается весь социум села, все организации села, когда друг друга все знают и, естественно, друг другу помогают. Вот это очень ценно на селе, очень важно. И это немножко черта сейчас теряется, когда развиваются и гаджеты, когда, да, меньше общаются друг с другом. Поэтому очень важно вот это качество на селе не потерять. Все равно делиться всеми трудностями и совместно решать все проблемы. Если посмотреть опыт России, очень много социокультурных центров России, конечно, уже создано на сегодняшний день с бесценными, очень широкими взаимосвязями не только внутри села, но и с институтами, научными институтами, с вузами, по профориентации, с бизнес-центрами и так далее. Можно посмотреть опыт, как работает Россия, успешный опыт. В этом и суть социокультурных комплексов. Ну а я хочу сказать, что у нас в Сыктывдинском районе, простите, не представила модераторов секции. Наталья Николаевна Русеева, Коми Республиканский институт развития образования, можно я, хочется встать, прочитаю вашу должность, заведующий кафедрой социально-гуманитарного образования Коми Республиканский институт развития образования. И я, Катаева Алена Александровна, заместитель начальника управления образования муниципального района Сыктывдинский. В нашем Сыктывдинском районе социокультурных центров, конечно, нет, но, несмотря на эти громкие названия, многие из наших школ можно назвать социокультурными центрами, потому что у них такие взаимосвязи уже созданы, такие отношения внутри села, когда вот действительно вот слово «учитель» и слово «директор» это звучит почетно на селе. Их все знают, каждый народ знает. Поэтому об этом, о взаимосвязях, какие созданы на селе, для чего, как это помогает школе, как идет развитие ребенка в селе в нынешнее время, какие организации помогают в этом школе, опять же, в развитии ребенка, какие условия комфортные для достойного получения качественного образования созданы на селе в нынешнее время, об этом мы с вами сегодня и поделимся. И первое слово я предоставляю Галине Владимировне Китайгородской, ректору Коми Республиканского института развития образования. Так и будем, наверное, скакать сегодня, ознакомить нас с очень новым проектом, который будет внедряться в этом году по всей России. Владимировна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я приветствую нашу очную аудиторию, приветствую всех, кто смотрит нас в рамках трансляции, конечно, коллег из Луганской Народной Республики. И сегодня у меня очень краткое выступление о флагманском проекте, который внедряется во всех субъектах Российской Федерации. Это школа Минпросвещения Российской Федерации. Уважаемые коллеги, мы сегодня должны понимать, что
Данный проект – это действительно профессиональные возможности для развития каждой образовательной организации. В центре нашего внимания создание единого образовательного и профессионального пространства во всех субъектах Российской Федерации, в каждой образовательной организации. То есть мы должны понять, что мы действительно сегодня едины, а поэтому на уровне нашего федерального министерства сформирована концепция развития каждой образовательной организации Российской Федерации по единым правилам, требованиям. А самое главное, что это требования правила, которые дают импульс для развития с точки зрения именно новых возможностей. Что же представляют эти новые возможности? Итак, первый этап – это, конечно, вхождение в данный проект школ-новостроек и школ, которые вошли в проект по капитальному ремонту. В этом году, в апреле, вот, уважаемые коллеги, вы видите перечень школ, которые вместе с Институтом развития образования начали осваивать эту концепцию. Это, конечно, школа, вы видите, в основном это наши сельские территории. Но что же представляет собой эта школа? Сегодня мы должны понимать, что перспективный план развития школы Минпросвещения ориентирован, что действительно в течение 5 лет мы переходим к этапу эталонной школы, да, той идеальной школы, о которой говорят наши родители, наши обучающиеся, наша общественность. То есть, уважаемые коллеги, в концепции школы Минпроса сформирован образ эталонной, идеальной школы. И теперь на уровне Минпросвещения Российской Федерации будут включены все ресурсы, не только материально-технические, но самое важное, мы должны работать с педагогическими коллективами, которые и должны воплотить именно данный проект в жизнь. Итак, посмотрите, пожалуйста, вот то, что сегодня определяет нашу цель. Школа Минпросвещения, то есть каждая школа Российской Федерации постепенно, кто-то через 3 года, через 5, да, кто-то через 15, может быть, и лет, но все мы придем именно к тому, что мы все вместе становимся центрами и образования, и воспитания, и просвещения, то есть теми центрами, о которых мы сегодня говорим, и используем именно уже ваш опыт. Это центры, которые сегодня объединяют территориально людей разных поколений. Поэтому сегодня особая миссия у школ. Действительно, разные социальные группы обретают через школу смысл жизни, смысл познания. И самое важное, в центре внимания, это нравственные ценности, которые всех нас должны объединять. Уважаемые коллеги, 5 основных направлений, которые сформированы, которые вот мы со школами, нас 10, мы пытаемся сейчас формировать именно с точки зрения программы развития, профиля развития школы. Это знание, это творчество, профориентация, здоровье и воспитание. Это 5 смыслов. Но самое важное, что условиями для реализации этих смыслов является полное обновление профессионального сознания педагогов с точки зрения именно одного из подпроектов – это кадровый потенциал школы. Далее, это формирование на основе новых тенденций школьного климата, в том числе включая советников и по воспитанию, в том числе включение и в наше всероссийское движение школьников, да, которое вот только президент буквально несколько месяцев назад объявил, что она будет объединять всех нас. И, конечно, это изменение образовательной среды. Школа полного дня. Посмотрите, среда, 7 дней в неделю школа работает, функционирует ради территории. Вот то, что сегодня вы будете говорить, на самом деле, это то, что уже может постепенно включаться именно в этот проект как стартовая основа. Уважаемые коллеги, сегодня 10 школ. Но у каждой школы есть возможность вступить в данный проект. Мы являемся оператором данного проекта и понимаем, самое важное – это готовность управленческой команды. Все этапы, которые отрабатываем мы вместе, они основаны на том, что сегодня любая школа, в том числе и вы, я предлагаю вам, проходит самодиагностику школы. То есть мы вместе с вами можем выйти на этот ресурс, пройти самодиагностику, посмотреть,
А на каком мы сегодня уровне находимся с точки зрения вот этой идеальной эталонной школы? Выделяют 3 уровня. Базовый уровень, средний уровень и вот полный эталонный уровень. Я могу сказать, к сожалению, большому, из 10 школ только 2 школы у нас находятся на среднем уровне. Другие школы пока находятся на уровне ниже базового. А значит, мы должны понимать, что очень интенсивная работа нам предстоит не только с коллективами и с командами управленческими, а именно со всей территории, где находится данная школа. Вот, уважаемые коллеги, у меня, к сожалению, не так много времени, просили 5 минут, я приглашаю вас подумать, и каждого из вас, потому что сегодня, особенно те, кто выступают или кто сегодня слушает, принять это решение, и вы можете через Институт развития образования попробовать, не зайдя в проект, но пройти самодиагностику и посмотреть, на каком уровне находится сегодня ваша образовательная организация. И мы сегодня должны понимать, что это проект, это стимул для роста. Вот когда мы формируем программу развития, зачастую это просто, честно признаемся, номинальные документы. А если мы сегодня сформируем профиль развития школы, мы должны понимать, вот к чему мы стремимся, для чего мы работаем, к чему мы идем, не только всем коллективам, а всей нашей территории. Поэтому, уважаемые коллеги, мы подготовили очень большую презентацию, но я завершаю. У нас будет, начиная с сентября, очень много событий, посвященных данному проекту. Несмотря на то, что вы еще не в проекте, я приглашаю вас принять участие. Уважаемые коллеги, самое главное, что каждая школа сегодня – это территория развития для именно своего населенного пункта. Это очень важно понять. Коллеги, желаю вам успехов. Включайтесь в проект «Школа мини-просвещения Российской Федерации». Спасибо. Спасибо, коллеги. Ну что, это называется, чтобы нам не жилось спокойно. А спокойно почему? Чтобы нам развиваться дальше. Развитие, еще раз развитие. Пожалуйста, новый проект. Спасибо большое, Дарья Владимировна. Мы продолжаем, посмотрим, в каком направлении развиваться программа развития, корректировать, и в каком направлении наши взаимодействия дальше выстраивать. Пожалуйста, посмотрим опыт работы Целунившая Любовь Александровна Крылова. Пожалуйста, порадуйте нас, как у вас идет ваше взаимодействие в Токиевском районе. Кстати, у нас как раз-таки Любовь Александровна сейчас будет представлять. Она вошла в проект «Школа просвещения России», и как раз-таки вот скоро и будет защищать называемый, Александровна, какой там профиль школы там, как называется там? Профиль школы мы создаем. Будущий профиль школы, да, где мы как раз-таки на основе самодиагностики, причем самодиагностика, коллеги, пока готовятся, хочу сказать, что действительно результаты самодиагностики вы можете зайти и пройти их только по ИНН вашей образовательной организации, но Александр не даст соврать, а ведь очень четкие, очень дробленые критерии самодиагностики, которые как раз-таки помогают нам выявить затруднения и те проблемы, которые в настоящий момент есть в образовательной организации. Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Вашему вниманию представлен опыт работы муниципального общеобразовательного учреждения Нившерская средняя школа. Да, мы действительно в этом году попали в этот проект. Мы являемся участниками проекта Минпросвещения России. Честно скажем, что для нас это было как снег на голову. Все, да. Были мы немножко в шоке. После самодиагностики, конечно, этого шока стало еще больше. Ну вот сейчас мы все лето, можно сказать, наши педагоги работали в этом проекте, проходили курсы, буквально вот позавчера мы собирались с ними, работаем над программой развития. Надеемся, что мы достигнем уже на следующий год какого-то уровня. Ну а сегодня я бы хотела вам немножко представить нашу школу, показать. Какой должна быть современная сельская школа? Наверное, каждый из нас задумывается над этим и хочется сделать, чтобы школа действительно была на селе центром, чтобы туда хотелось идти, прежде всего детям хотелось бы идти в школу, родителям и общественности. Ну,
Сельская школа занимает особое положение в структуре села. Это гораздо больше, чем просто школа. Что-то, конечно, у нас есть уже на сегодняшний день, чему-то мы должны стремиться, чего-то достигать нового. И много чего, наверное, еще нам предстоит делать, много чему учиться. Так. Угу. Наша школа небольшая, она сельская. В ней учится на 1 сентября этого года придет 110 учеников и 20 педагогов. Язык общения в нашей школе коми. Более 90% изучают коми как родной язык, ну и остальные коми как государственный. Село Нивширо расположено в 115 километрах от районного центра и в 165 километрах от города Сыктывкара. То есть мы достаточно удалены от культурного центра как бы, нашей республики. Хочется немножко сказать о нашей школе. В 2020 году в рамках проекта «Современная школа» у нас был открыт центр «Точки роста». В 2021 мы получили новый компьютерный класс. Все компьютеры у нас подключены к сети интернет. Во всех кабинетах у нас есть ноутбуки, проекторы. С этим как бы у нас проблем не возникает. Летом 2021 года мы участвовали в проекте «Народный бюджет». Своими силами был отремонтирован актовый зал школы. В 2018 году стали призером, в 2021 победителем муниципального конкурса «Зимний двор», ну и также являлись призерами и победителями «Самая благоустроенная территория школы». Если анализ социального паспорта показывает, что в школе остается большой процент детей из малообеспеченных семей, есть семьи, где родители не имеют постоянного места работы. Очень много семей, где родители выезжают за пределы села как бы на работу вахтовым методом, и дети остаются с бабушками, с дедушками. Это отдельная, получается, проблема для школы. Есть, ну и есть определенное количество родителей, которые не могут оказывать положительное воспитательное влияние на своих детей. И опять же нам предстоит работа и с ними. Значит, мы понимаем, что существует масса проблем, что утрачены традиционные нравственные ценности, что именно образование становится единственным институтом по формированию этих ценностей на селе. Но сказать, что школа может справиться одна с этим, это будет неверно. Только вместе, только с другими субъектами, с учреждениями, с организациями мы можем достичь каких-то высоких результатов. Ну и на слайде вы видите, на сегодняшний день мы взаимодействуем с такими организациями, как Дом культуры, сельская библиотека, больница, администрация сельского поселения, отдельный пост пожарной части, ну и с другими тоже. Работа ведется по таким направлениям, как гражданско-патриотическое воспитание, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое и социальное направление. Желанные гости в школе у нас всегда это дошкольники и их родители. Для них организовываются экскурсии, работает школа будущего первоклассника. Стало доброй традицией проводить различные дни, мероприятия. Это и День пожилых людей, это и День семьи, это коми-диктант обязательно каждый год, куда приходят у нас люди разных поколений, и школьники, и родители, и бабушки, и дедушки. То есть школа как бы является... Мы не называемся центром, но все-таки нужно сказать, что сегодня школа в селе объединяет
нам приходят, мы взаимодействуем с ними и сотрудничаем с различными слоями, скажем так, населения. Так. Ну и родители у нас являются самыми лучшими друзьями и помощниками. Мы с ними организовываем различные мероприятия, проводим в школе, проводим на селе, в предметных декадах они участвуют, в спортивных состязаниях, в трудовых делах. На базе нашей школы работает Картировский районный центр доп. Образования, и 100% учащихся начальной школы посещают кружки и секции в этом центре. Очень хорошо поставлена работа спортивно-оздоровительного направления. Мы работаем совместно с детско-юношескими спортивными школами номер 1 и номер 2. Учащиеся школы имеют возможность заниматься в секциях баскетбола, волейбола, лыж, тяжелой атлетики. Кружки и секции спортивной направленности посещают 92% учащихся нашей школы. Ребята показывают хорошие результаты на уровне района и республики. В ежегодной районной спартакиаде... Спасибо. В ежегодной районной спартакиаде за здоровую республику в этом учебном году наша школа заняла первое место. Также для жителей села 3 раза в неделю открыт наш спортзал, где, опять же, люди разных возрастов могут приходить и заниматься спортом. В течение ряда лет школа тесно сотрудничает с Центром занятости Картировского района. На каждых каникулах организовываются летние трудовые отряды и трудовые бригады. За последние 5 лет 170 учащихся нашей школы работали в этих бригадах. Большую помощь ребята оказывают в благоустройстве территории школы. Также принимают участие в мероприятиях, которые проводятся в селе по благоустройству села. И мы стараемся, чтобы каждый учащийся, начиная, как только ему исполнится 14 лет, в течение года принимал, то есть работал или в трудовой бригаде, или в летнем трудовом отряде, чтобы был приобщен к труду. Большое внимание мы уделяем трудовому воспитанию, сотрудничаем с совхозом Нившерским. Совхоз помогает нам, мы помогаем им. Может быть, я знаю, что многие школы отказались от своих приусадебных участков. Мы до сих пор этим занимаемся. Наша школа, мы сажаем картофель, ну и совхоз нам, как я уже сказала, помогает в этом. Ну и мы не остаемся как бы в стороне. Вместе с работниками Дома культуры мы проводим совместно очень много праздников, очень много мероприятий. Педагоги и учащиеся являются постоянными участниками различных концертов, выступлений. Без них никак не обходится ни одно мероприятие. Ну и как бы нашим детищем стало то, что каждый год в конце учебного года, после экзаменов, очень ярко и торжественно на сцене Дома культуры, так как у нас нет такого помещения, чтобы мы могли собрать всех наших односельчан, мы проводим такой творческий отчет школы, где вручаются, во-первых, аттестаты нашим выпускникам, медали вручаются нашим отличникам, поздравляют отличников и лучших спортсменов, награждают победителей различных конкурсов. А творческие коллективы села показывают свое мастерство. И на этом празднике нужно сказать, что всегда полон зал, приезжают гости даже у нас из других поселений, из других сел. Вот это уже как бы вошло в традицию. Ну и здесь я немножко, то, что у нас пожарные всегда к нам приходят, помогают, как бы не остаются, мы с ними тесно сотрудничаем.
Таким образом, получается, что взаимодействие школы и организации села дает возможность целенаправленно регулировать не только учебно-воспитательный процесс в школе, но и с ранних лет приобщать детей к делам села, общественно полезному труду, формировать чувство ответственности и принадлежности к своей малой родине. Сельская школа – это особый мир, это особые отношения, как уже здесь сказали. Это дружная семья, это дети, родители, учителя. Все друг друга знают в лицо, стараются поддержать друг друга, прийти на помощь, если необходимо. И вместе строят планы. Недаром в народе говорится, что село без школы – это равно тому, что церковь без креста. Есть хорошая школа, будет хорошее село, соответственно, значит, будет и наша страна. Спасибо за внимание. Спасибо за ваш опыт, Любовь Александровна. Водички Да. я следующему налью, да. К сожалению, в рамках того, что у нас очень ограничено время, хотелось бы подискутировать, задавать вопросы, да, но, к сожалению, Мы посмотрим по времени. Если у нас останется время до часа времени, мы час завершаем, тогда мы с вами обо всем поговорим еще. Да. А теперь, пока мы следующее слово представляем, как же взаимодействие осуществляется с кем, как и для чего, в наших уже школах Перминского района. Александра Дубняк, директор школы, пожалуйста, порадуйте. Я не буду читать, потому что я не умею, я просто не умею читать, смотреть и разговаривать, поэтому я буду просто это, я думаю, повторение, может быть, некоторые будет, да, все-таки мы живем все в сельской местности, и примерно взаимодействие, наверное, одинаковое с нашими родителями и со всем сообществом села. Вот, сейчас вы увидите на первом слайде. Сейчас у нас тут просто это... Нет, да нет, тут просто нету звука. Для них? пока технически тут настройки, коллеги, еще хотелось бы напомнить всем спикерам, что мы очень ждем либо на адрес Алены Александровны, либо на адрес моей электронной почты Слышно? выступления ваши, доклады. Прямо сегодня, Да, уже читайте вчера. ваши доклады. Ну да, Если если презентация, у вас все с собой, флешек полно. Вы без этого не Дело в том, что мы сейчас готовим по итогам форума День сельской школы, мы готовим сборничек лучших практик, как раз таки для того, чтобы можно было представлять, и ваш опыт был услышан и другими образовательными организациями. Коллеги, это очень важно и ценно. По итогам прошлого Дня сельской школы мы до сих пор ждем некоторые доклады, и до сих пор формируем, да? Ну, и педагоги все очень ответственные люди, поэтому... Да, Сегодня до 13:00. все, доклады, видимо, с собой. я не знаю, Еще что презентация, презентация Касперский. ваша будет, а доклады нам еще очень... Садись, Женя, садись ты, придумай. Садись. Сейчас. Тимур, тут у меня приложение закрыто. Да. Вчера мы брали, все было нормально. А с кем разговаривали? С Луганском? Сейчас, слышно? Та-та-та-та-та. Все слышно нормально. Это кто? Это кто был? Все, ладно, давай. Сейчас. Так, все. А можно говорить? Сейчас минуточку, 3 секунды. Тут смотрели, видимо, да, трансляцию? Хочу вас еще порадовать, сейчас пришла информация, что вчера состоялось Федеральное учебно-методическое объединение,
и программы, то, о чем говорила Наталья Владимировна, и представители Коми-блогера, наши программы по коми-языку как родному и как государственному, они утверждены на уровне Российской Федерации. И по литературному чтению тоже 7 классов. И на самом деле вот это для села, это вот такое взаимодействие, интеллектуальное взаимодействие очень-очень важно. И вот когда мы проводим экскурсии различные, общаемся с поэтами, общаемся при каких-то там конкурсах, да, я так думаю, что мы развиваем прежде всего в наших детях уже коммуникативные умения. И порой, когда мы слушаем, как наши дети защищают проекты, в 9, в 11 классе особенно, но настолько они себя могут спокойно вести, да, перед коллективом, перед, допустим, там, той же комиссией. Я так думаю, что это вот успешная коммуникация для будущего уже, обучения и высших учебных заведений в том числе. Ну вот, как сказала Любовь Александровна, да, на самом деле мы много проводим различных мероприятий. То есть, знаете, как получается, мы для села и село для нас. Ну вот, допустим, День села, День Победы, благотворительный концерт, на самом деле принимают участие в этих мероприятиях все почти педагоги, да, но нет никакого насилия. Мы всегда как-то по желанию, кто смог, тот придет. На День Победы обязаловка, это святое. А на остальные праздники, да, есть какие-то у педагогов желания, склонности, да, естественно, они участвуют, певческие какие-то, может, навыки, да, но не могут, значит, нет. Ну и дети, и учителя совместно, вот мы участвуем не первый год уже, в благотворительном концерте. Когда-то мы, я так скажу, общими силами построили церковь Богоявленский Христа, как Галина Павловна называется, Богоявленскую церковь, да, вот, а теперь, на самом деле, содержать очень сложно, мы это все прекрасно, все село понимает, и поэтому с удовольствием мы представляем свои номера, и сольные номера, и дети, и учителя, вот, и на самом деле, когда проводится День села, мы тоже все участвуем, а День Победы – это вообще святое, у нас кадеты, как вы с ними видели, тоже приветствовали на сегодняшнем открытии, и кадеты это для День села, в общем, берут львиную долю, наверное, вот, да, ответственности на себя. Это и почетный караул возле обелиска славы, это и коридор образует они вдоль дороги, куда проходит бессмертный полк, и даже вот мы всегда готовим кашу, как называется, солдатскую кашу для всех жителей села, да, вот, а вот на последующий, видите, вот здесь это уже к нам приходят. Когда проходит публичный отчет, мы рады видеть и главу администрации, мы очень рады видеть и нашего духовного наставника. И вот вы видите, допустим, например, День знаний, да, ну вот у нас сельская школа, на фотографии сейчас вы увидите, откроется, должно открыться, да, ну, на самом деле, когда вот такая армия родителей приходит, да, с колясками, из детских садов забирает они, это бывает там где-то, ну, наверное, около 2000 человек на территории школы. Мы сейчас уже страдаем. 1 сентября только еще говорили, да, уже дождь. Как мы видим, родители, в спортзалы мы не поместимся, а на улице все разместились у нас. И поэтому, вот, в общем-то, это, на самом деле, мы гордимся, что к нам приходят на различные мероприятия наши сетевые партнеры, наши родители. Кадетский бал, посвящение в кадеты. Это тоже всенародные наши общесельские такие праздники. И праздник гордости и чести, я, может, чуть попозже расскажу, как мы взаимодействуем с советом школы, а именно совет школы предложил нам лет 5 тому назад, наверное, проводить. Я всегда приглашаю после любых соревнований спортивных, приглашаю победителей, там, ну, призеров, победителей, всегда вручаю шоколадки именно в кабинете, да. А родители говорят, вы такие вот интересные, вы всегда спортсменов чествуете. А почему вот, допустим, с вами быть, чтобы с директорами встретились наши отличники учебы, там, олимпиадники, да. Они подали вот совет школы такую мысль. Мы очень часто говорим с советом школы без галстуков. То есть нет там, допустим, директора, там еще. Мы просто сели за круглый стол и обговариваем, что нравится, что не нравится. И вот на самом деле на ура проходит праздник гордости и чести. Приглашаем родителей, приглашаем отличников учебы и наших олимпиадников. И это вечернее время проходит за чашкой чая, награждаем, поощряем и так далее. Да? Вот. Ну и вот мы решили после нашего последнего юбилея, крайнего, так скажем, юбилея, нам было 155 в нашей школе, а в этом году будет 160, ой, было 150, было 150. Да, ну, в общем, я же вся перепуталась, да. В общем, на день рождения школы мы приглашали много людей, и мы видели, сколько позитива мы получили от своих родителей, от наших вот всех жителей села, и мы решили теперь праздновать день рождения не каждый год, а мы празднуем теперь каждый год в ноябре, каждый год, и поэтому мы видим, допустим, да, какие-то номера представляют и родители, и мы, и там, и в группе РДШ размещают поздравления, и вот теперь, если хотите, например, у меня просто вот эта презентация здесь, если какие-то
ну, тут я скажу такие, ну, разработки, вот попросили там, допустим, как работаем советом школы, как работает музей. Если кому-то будет интересно, вы можете отсюда взять. Именно там день рождения школы, это гиперссылка, и там есть вот наработки, что вы просили, Алена Александровна. Хорошо? Вы там увидите. Вот. Теперь хочу сказать, что мы очень, как вот рассказывала даже Ольга Александровна, мы взаимодействуем с Домом культуры. С ней выступали наши локоточки, мы всегда ими очень гордимся. У нас 20 с лишним коллективов. Мы, знаете, я так скажу, мы так используем потенциал, творческий потенциал своего села, ну, думаю, наверное, лучше некуда. То есть какие-то концерты, даже вот вы воспользовались, да, концерты нужно поставить, готовиться, а когда в школе красивый номер представить, кто приезжает, ну, кого-нибудь подкиньте нам ваши номера, да, и нам Дом культуры с удовольствием в этом помогает. Вот, и мы с ними очень тесно работаем, с Домом культуры. Хочу сказать сейчас, значит, много разных конкурсов, и они тоже в нашем жюри, очень творческие коллективы Дома культуры, и поэтому мы как-то тесно переплелись с ними. Вот, мы не жадничаем, они, вот, допустим, вчера ушли в поход, у нас взяли все наши палатки, которые в школе есть, да, ради бога, да, они сами тоже делятся. Вот, и хочу сказать, что несколько лет назад провели на уровне района битву хоров среди наших педагогических коллективов. Я думаю, только после этого наш Дом культуры тоже решили проводить битву хоров. Мы проводим с участием наших коллективов, Зеленская птицефабрика, дошкольные учреждения, и, да, центры, и мы участвуем тоже, наш педагогический коллектив в битве хоров. И знаете, вот я хочу сказать, что вот если, допустим, что-то вы даже можете подкинуть своим Домам культуры. Это так сплотило наш педагогический коллектив. И вы знаете, мы раз участвовали, победили сразу, а потом нам не давали победы ни разу. Ладно. И представляете, мы там столько номеров накопили, столько номеров, и я в том говорю, надо что-то нам делать. Мы же коллектив, 25 человек, певческий коллектив, и мы решили поехать в другой район, в Дом культуры, вот мой родной район, да, на автобусе. Мы в церковь заезжали на школьном автобусе, и прямо мы сплотились, и вот теперь, знаете, вот это уже 25 человек, взяв друг вокруг, вот Галина Павловна подтверждает, крутимся. И поэтому с Домом культуры мы, конечно, очень дружны. И они к нам приходят, и мы к ним тоже выходим. Зеленицкая модельная библиотека, я не знаю, это сейчас веяние времени, я не знаю, но наша библиотека, это вот я написала вклад разных творческих мероприятий. Столько они провели за эти 2-3 года экскурсий различных, да, сколько квестов, какие-то постоянно какие-то игры приглашают, да. И вы знаете, мы даже стали теперь договариваться, учитывая, в кавычках, наше читающее поколение, да, а не читающее поколение, знаете, как это трудно, как сложно, да, мы даже договариваемся с урока литературы, с классного часа, с русского языка, там, жертвуем порой уроками, но лишь бы они провели, познакомились с творчеством, допустим, там, различных поэтов и так далее. Поэтому мы где-то жертвуем уроками, но мы с ними сотрудничаем. В вечернее время порой детей не затащить, а у них очень интересные материалы. Зато, когда возвращаются из библиотеки сельские наши дети, они всегда в восторге, и учителя тоже. Там такая колоссальная подготовка. Вот. Отдельное слово детско-юношеским центром. Вы знаете, вот говорят, что можно дружить с семьями. Вот с этим центром, да, мы дружим с семьями, поскольку мы с директором школы просто вот и друзья, и как-то так стало, что и мы подружились с педагогами. И учитывая условия работы в сельской школе, наши педагоги компетентны в чем-то более, чем их педагоги, а их педагоги компетентны еще больше, допустим, той же робототехника, либо конструирования. И у нас на условиях внешнего совместительства, да, наши учителя работают там, подрабатывают их, у нас работают, кружки ведут, и поэтому, знаете, это, в общем-то, да, иногда на самом деле вот приходится друг друга выручать. Вот, и у нас с ними составлен с лыжной базой детско-юношеским центром Домом культуры, есть совместный план деятельности. Мы составляем на 1 сентября, вот на каждое, утверждая 1 сентября, утверждаем все директора на учебный год. Детскими дошкольными учреждениями, тут уже сам Бог велел сотрудничать, вот, и особенно теперь мы обращаем внимание во взаимодействии на работу с детьми с ОБЗ и инвалидами. Галина Павловна в прошлом году инициировала вот такое опять плотное взаимодействие, да, именно по и прогнозу, на кого обратить внимание, да, и на самом деле мы больше нам сотрудничаем не с директорами, заведующими детских дошкольных учреждений, а методистами и воспитателями, педагогами. Вот. Отдельно подчеркиваю, чтобы не забыть духовная культура учащихся. Я не знаю, как вы к этому относитесь, но наш педагогический коллектив и наше родительское сообщество очень поддержало в свое время, много-много лет тому назад, взаимодействие с церковью. Да, мы понимаем, церковь, государство
Да, они должны присутствовать как бы раздельно, да. Но к нам пришел такой очень грамотный отец Борис, уже почивший, да, очень грамотный, который мог объяснить на самом деле на русском красивом языке, имея хорошее образование, да. И вот с тех пор у нас как-то люди выбирают очень многие православную культуру, и на общем родительском собрании я подняла вопрос, можно ли приглашать на какие-либо мероприятия духовного наставника. Не было ни одного против. Ну, конечно, собрания не все же были 500, там, 1000 человек, допустим. И тем не менее, уже в течение лет, наверное, 15 мы сотрудничаем, уже другой теперь духовный наставник, да, на бал кадет, на 1 сентября, на посвящение кадета, на последний школьный звонок приглашаем всегда нашего духовного настоятеля. И что хочу сказать, очень торжественные мероприятия и очень насыщенно эмоциональные посвящения кадеты и бал кадет, особенно посвящение. Штабелями дети у нас укладывались от перенапряжения, вы нам видели, они падают в обморок, на самом деле стоят, и они от того, что напряги в спортивном зале. И вот мы тут это решили, такой маневр, что ли, применить, да, значит, допустим, они клятву приняли, да, и, видимо, нужно почти бессознательнее, и идет у нас духовный наставник, и всех водичкой освещает, родителей, детей, учителей и так далее, да, все очень довольны, да, и вроде бы освящены, и в церковь ходить не надо. И, в общем-то, у нас родители не против, поэтому мы считаем, что православие поддерживать надо, и духовную культуру в том числе. Дальше, значит, по здоровому образу жизни, да, мне кажется, если бы, например, допустим, мы бы закрыли спортивные залы школы, у нас там несколько иначе было взаимодействие со взрослым населением. Бесплатно, у нас 2 больших спортивных зала, бесплатно посещают 2 спортивных зала взрослое население, молодые и пожилые люди, теннисные залы и тренажерные залы. И, в общем-то, мы видим, что, допустим, волейбол, баскетбол – это приоритетные спортивные такие кружки, а в теннис не затащишь. Родители идут, за собой смотрим, очень часто ведут своих детей. И поэтому мы, на самом деле, решили школу не закрывать. В 10 часов вечера сторож еле-еле уже вот выгоняет наших, вот, в общем-то, спортсменов, да. И хочу сказать, что именно вот работа, спортивная работа сплотила очень многих мужчин и отцов, и наших ребят. И вот 2-й год подряд у нас много есть теперь молодых педагогов, мужчин, вот чем очень гордимся, очень рады, что в школу они приходят, да. Они инициируют проведение различных спортивных мероприятий и приглашают, уже обновили, конечно, не только, допустим, наших детей и жителей села, они, допустим, недавно приезжали Газпошсервис, что ли, да, ну, какие-то команды из республики договариваются, да, и играют в воскресный день, например, ну, мы и рады. И команда учителей, и команда детей, 9-й кадетский взвод всегда, и вот команда, допустим, приглашенная сторона. И на самом деле мы этому очень-очень рады. И мы всегда открыты для проведения сельской спартакиады. Когда-то много лет назад Олег Ложенев с ней выступал, он инициировал проведение сельской спартакиады, да, и у нас есть и женская команда, мужская команда от учителей, вот, и далее, и так далее, и жители села. И проводят на базе нашей школы. Вот. И ежегодно мы проводим праздник «Лыжный переход». Это общесельский праздник, но почему-то так получилось традиционно, отвечает почему-то за это школа. То есть регистрация на базе школы, пирожки, горячий чай мы увозим на лыжную базу школы, учителя сопровождают, учителя встречают, это автобус тоже от школы, и вот там на самом деле у нас всегда это большая, приятная головная боль. Как это сделать? Каждый год в феврале, в марте бывает, и снег ушатает, организовываем лыжный переход. И почти вся школа задействована в этом. Естественно, как каждая школа, да, мы также поддерживаем связь ветеранов педагогического труда. Когда-то у нас занималась этим делом много лет назад, очень пожилая ученица, она ушла уже на пенсию, и нам очень приятно, что молодой филолог совсем не из Зеленецкой школы, она из Сосногорской школы, она говорит, я очень хочу заниматься благотворительностью, да, и вот именно своим классом она организовала шефскую помощь, ходит как бы на праздники, поздравляет ветеранов педагогического труда, вот, и наши кадеты занимаются, естественно, помощью, обеспечивают помощью наших престарелых ветеранов, и не только. И вот я тут написала уборка мест захоронений кадетами, да, хотя куратор кадетского движения сказал, об этом никому не говорить и это не афишировать. Они всегда, на самом деле, собрались кадеты с куратором и пошли на кладбище, прибрались. То есть они, даже вот, чтобы никто даже в селе не знал. Это, я думаю, что дорогого стоит. Вот. Занимаемся совместно с родителями, с общественниками в разных акциях. Вот тут только подчеркнула, в акции «Пластик сдавайте». В прошлом году директор теплокома обратилась там вот провести такую единовременную акцию. Подключили все родители. И теперь у нас традиционно. И бывает, на самом деле, когда приезжает вот
и наше управление образования. И когда кто-то в гости приезжает, нам немножко стыдно. То у нас коробки с этими скобками, то коробки с пластиками прямо у порога стоят. Это не дети несут, это дети несут, и родители несут в школу. Поэтому, думаю, это, наверное, тоже очень даже положительный пример, да, воспитания подрастающего поколения. Значит, я как сказала уже, что у нас работает в течение очень многих лет, так плодотворно работает совет школы. Это активные участники наших всех мероприятий, совет школы, и они притягивают других, подтягивают родителей. Но что примечательно, в совет школы теперь стали добровольно входить молодые мамы, молодые папы, и с ними, знаете, и легко общаться, и в то же время, может быть, и у них другое несколько видений, наверное, получения образования, но это неплохо, они нам подсказывают иногда, ну, что-то принимаем, что-то, может быть, и игнорируем. Вот, но с другой стороны, на самом деле, совет школы – это замечательная такое, организация. Все, да? Я заканчиваю? А давно уже? А что же вы не говорите это? Все тогда, все заканчиваю. Да, все заканчиваю, надо было сказать мне. Вот, ну и последнее, чтобы вы знали, вот когда-то нам тоже подсказали, очень это из России куда-то, грант качества описания, посмотрите, да, значит, это мы номинируем каждый год родителей, детей и учителей. Если надо будет, мы подкинем вам вот эту идею, можете пообщаться. Вот, и еще мы цель преследуем именно когда мы взаимодействуем с нашими общественниками, родителями и так далее. Это, конечно, воспитание наших детей всех начал. И самое главное, еще вторая цель, чтобы наши выпускники приходили обратно в нашу школу. И сегодня мы гордимся, 32 человека – это наши выпускники, они педагоги, обратно возвращаются к нам. И раз уже говорить, там, как школа социокультурный центр, но не только мы расширяем свои связи и на уровне республики. Вот посмотрели, допустим, с кем взаимодействуем мы, да, и на уровне муниципалитета. Вот, ну, не буду перечислять, я понимаю, что уже очень много задержала вас, да, вот. И если, конечно, ну ладно, в следующий раз расскажу все остальное, то, что было тут. На самом деле, вот Александра, вот, она уже сказала, да, обратите внимание, когда будете скидывать материалы вашей презентации и по персутам, действительно можно пройтись и готовый материал брать там и положение, и планы работы, сценарий каких-то мероприятий, или адаптировать под себя, или в готовом виде применить. Очень ценный материал. У директора лучшей сельской школы этого года можно чего взять? Спасибо большое. Спасибо, извините, сказала. И вот, думаю, это взаимодействие, вот этим я закончила с вами. Это новые возможности именно для воспитания наших детей. Взаимодействие. Елена Павловна, вы сами, да? Да, я просто. Почему именно Маргарита Александровна Зеленская школа заняли первое место, да, в этом конкурсе? Да. Маргарита тоже сказала, как они взаимодействуют в Зеленце с сельской библиотекой, очень широкие ценные связи. И вот Елена Павловна сейчас в следующем своем докладе, выступлении представит, каким образом детская библиотека на себе помогает нам же школам в развитии детей. Пожалуйста, Елена Павловна. Формула жизненного успеха. Социально-информационный проект по профориентации. Желание быть богатым, знаменитым или счастливым присуще чуть ли не каждому человеку на Земле. Для достижения в жизни своей мечты многие стараются найти формулу успеха, следуя которой все цели будут достигнуты, а желания исполнены. Один из элементов – это верный выбор профессии. Да, это залог будущего успеха каждого, а главное и удовлетворение тем делом, которым любой человек занимается, то бишь мы даже с вами. Чтобы принять правильное решение, важно учесть основные факторы, влияющие на выбор профессии. И главной проблемой при выборе зачастую является плохая информированность о том, какие профессии все-таки существуют и чем конкретно занимаются представители той или иной профессии, какие требования предъявляются. Поэтому, выбирая профессию, не стоит в первую очередь ориентироваться на то, что популярно в данный момент на рынке труда. Нужно опираться на свои сильные стороны, на свои личные качества и на свои склонности. В сегодняшнем мире многие при выборе профессии ориентируются еще и на доходность профессии. Очень видно это по детям, с которыми мы встречаемся на своих мероприятиях. Но, как видно из жизни, хороший, высокоэффективный специалист в любой области будет получать хорошую заработную плату выше, чем человек, который окончил юридический или экономический факультет, которые наиболее популярны сейчас, но ни в коей мере не предоставляющие себя в данных профессиях. Таким образом, подростки и молодежь остро нуждаются в актуальной информации по профориентации, потому что мир профессий очень многообразен, и каждый день что-то меняется.
стиль мышления, способные достигать новые технологии в работе, инновации. И поэтому выпускник любой школы, вступая на дорогу самостоятельности, решает, какой путь выбрать в жизни. И именно библиотекарь, выступающий в роли профконсультанта, имеет возможность адресовать молодых пользователей к огромному информационному ресурсу, которым располагает библиотека. Почему сегодня и перед вами я выступаю, мне было очень приятно, когда я уже у предыдущих выступающих увидела на слайдах, что в каждой школе идет что-то по профориентации. И вот, Маргарита Васильевна, там у вас уже был мамины уроки, папины уроки, о которых мы не успели услышать, но это я взяла себе на заметку. Ну, хотя это, в принципе, и у нас происходит, потому что сейчас я вам немножко скажу, но даже вот название интересное, да, сразу взаимодействие как раз родителей и детей. С 2016 года наша Центральная детская библиотека реализует социальный информационный проект «Формула жизненного успеха» для учащихся и их родителей. В рамках социального партнерства с Выговской школой номер 1 и с учетом обновления федеральных государственных образовательных стандартов и начального и основного общеобразования, с учетом практики реализации ваших рабочих программ воспитания и поступающих предложений от педагогов общеобразовательных организаций, в нашей библиотеке актуализирован данный проект по профориентации. И вот уже 8 лет мы ведем эту работу и, конечно же, даем учащимся представление о профессиях. Помогаем им выявить способности к определенному виду деятельности через различные тесты, тренинги, организуем встречи с людьми разных специалистов, встречи с выпускниками школ. Стараемся рассказать плюсы и минусы знаний в выборе будущей профессии. А посещение различных учреждений и предприятий помогает приобрести определенные знания и умения, необходимые для адекватного выбора будущей профессии. Наиболее значимые проекты, сейчас я вам озвучу, фотографии из которых будут продемонстрированы на этих слайдах. Вот в 2019 году состоялся профориентационный фестиваль «Радуга профессий» в школе номер 1. И вот некоторые такие фотографии, тут даже видно, мы сначала хотели, вообще был адресован наш проект для выпускников, но так как, оказывается, школа шире охватывает эти моменты, начиная с начального образования. И вы вот на этих слайдах видите, что вообще-то на любом фестивале, встрече даже малыши готовят вот здесь, например, о профессиях. Какой мне профессии по фотографиям видно, да, где сельское хозяйство, где учителя, где здравоохранение, строительство, очень интересно, все активные, и видно сразу, какой все-таки охват детей в той или ином мероприятии, фестивале. Вот тут, например, полицейские дорожные движения видно, да. Так, и сколько детей их смотрят, залы всегда переполнены. Не менее интересен школьный проект «История школы в лицах», но это, наверное, у вас у каждого бывает. Это сохранить память о людях, которые внесли свой вклад в жизнь нашего села, школы прославили нашу малую родину, дети тоже выступают, говорят, потому что девиз этого проекта «Мы помним и гордимся вами» помогает как подросткам, так и учащимся младшего звена раскрыть таланты и успехи выпускников школы в выбранной профессии. Через видеозарисовки, презентации, они очень активно это все показывают. Ребята с удовольствием участвуют в различных ролевых играх профориентационного характера. Дни абитуриента проводятся, оформляются выставки литературы, встречи с представителями профессий, тестируются профессиональные склонности. Это не именно библиотека проводит, а именно при соцпартнерстве, когда мы используем таланты, умения, знания друг у друга. Для родителей проводятся родительские собрания, типа вот, например, профессии, которые выбирают наши дети, интернет-ресурсы, посвященные выбору профессий, профориентационное онлайн-тестирование, онлайн-курсом по интересующим профессиям. Так, сейчас мысль такая у меня возникла. Почему еще мы перед родителями? У нас как-то было родительское собрание, но не как-то почти на всех родительских собраниях, когда мы задаем первый вопрос родителям, кем они хотели стать, а потом второй вопрос, чтобы они написали, кем они сейчас работают.
И обычно из 20 человек только у одного совпадает, кем хотел и кем работает до сегодняшнего момента, хотя прошло, например, 20 лет. Получается, что все изменили свое направление, деятельность, хотя говорят, что каждые 5 лет надо вроде бы менять, да, но тем не менее, вот видите, а детям-то нам все равно хочется дать не просто образование, а чтобы он выбрал раз и навсегда вроде как профессию. Ну, я не знаю, как у вас, но у нас вот как бы такое было. И библиотека Маршака как-то нам рассказала, хочется, может, кто-то из вас уже слышал, когда поступают наши выпускники куда-то, особенно военные, в той направленности, оказывается, прослеживают у детей сайты и странички ВКонтакте. И когда один мальчик, был такой пример, очень подавал большие надежды в военное училище, но у него увидели на страничке ВКонтакте свастику, конечно же, сразу отказали. Поэтому, когда о безопасности в интернете рассказываем и вообще на собраниях, мы говорим, чтобы родители немножко все-таки следили за своими детьми. Я немножко отвлеклась, наверное, но это очень важный момент, я считаю. Так, ну и вот на таких квестах, квизах, фестивалях дети очень интересно себя показывают. И вот у нас сейчас уже библиотечный наш проект «Клуб интересных встреч. Званый гость». Он нацелен на создание коммуникативной площадки для общения подростков и молодежи с успешными людьми из разных сфер жизни. Политика, строительство, здравоохранение, культура, спорт. Вот. У нас эмблема, значит, нашего библиотечного клуба. Тут у нас встреча с экскурсоводом, журналистом, тут встреча с летчиком, тут IT-специалистом как раз онлайн встреча была, тут у нас артисты выступали, тут организаторы праздников, режиссеры. Кстати, когда они сказали, сколько они получают, все дети сразу оживились. Это когда организуют праздники, все-таки зарплата для них очень важна. Писатель – это профессия или просто зов души. Очень многие дети же сейчас еще и сами пробуют писать, поэтому очень интересно. Ну и, конечно же, формула успеха, конечно же, это книги. Мы же библиотекари, и мы им говорим, что в авторских книгах и мемуарах можно много чего прочитать. Но я тут только вам положила, значит, картинку одной обложки книги, и вот для себя открыла. Надо посмотреть, я не открывала такую книгу, может, кто-нибудь для себя запишет «Маркетинг личности. Формула жизненного успеха. Цикл бесед для подростков». Так, многие библиотеки работают по программам. Я чувствую из ваших выступлений, что касается вот профориентации. И в работе по профориентации сотрудниками библиотек активно используются, конечно, видео, слайды, мультимедийные средства, интернет-ресурсы. И в нашем арсенале накоплен очень неплохой информационный материал, включая даже мультфильмы о профессиях, с чем я с вами сегодня с радостью или радостно делюсь. Все на этом ноутбуке, целая папка, поэтому папка так и называется «Формула жизненного успеха». От вас ваши флеш-накопители, можете это себе скинуть. И хочу сказать, что вот у нас, например, про учителей хочу вас обрадовать. И для себя, вот кто возьмет, увидите, там есть видео такая интересная в этой же папке презентация о художественных книгах о вашей профессии учителя. Поэтому можете посмотреть, сходить в библиотеку и взять для себя почитать. Спасибо. Интересный опыт. Обязательно тоже воспользуйтесь всеми материалами, наработками. А я дальше предоставляю в тему выступления опытом работы уже школьной библиотеки Марине Анатольевне. Сразу хочу передать слово, чтобы поделилась она очень интересным опытом, который вы можете транслировать не только через работу библиотекарей, а вот они вот нашли эту изюминку и сделали это. Так, открываем. Я правильно помню, пока вы открываете, что вы у нас, напомните, победитель, лучшая Победитель, школа, победитель 21 года, правильно? Да. Лучшая школьная библиотека. Да, и как раз таки многие из здесь присутствующих участвовали в этом проекте. И я напоминаю, что это конкурс ведь, коллеги, денежный, что у нас победитель
Дарина Анатольевна, 160. 160 тысяч. А это ведь очень хорошие средства, и действительно их можно и нужно реализовывать, и это будет только на развитие библиотеки и библиотечного фонда. А если вы надумаете стать муниципальным информационным библиотечным центром или школьным информационным, то есть шипцем, МИЦем, то вам там будет 200 тысяч. Поэтому, коллеги, есть Сумма стимул увеличивается, участвовать, да. сумма увеличивается, да. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего выступления будет сетевое образовательное событие как одно из средств повышения познавательной активности учащихся. Сегодня работа с детьми требует особого подхода. В современном мире цифровых технологий ученики все меньше берутся за книгу, считая ее пережитком прошлого, и все больше они осваивают виртуальную среду и предпочитают онлайн-общение. Объясняется это простым фактом. Дети поколения Z являются настоящими цифровыми аборигенами, для которых виртуальный мир становится естественной средой обитания. В нем проходит существенная часть их жизни. Как же в данной ситуации развивать читательскую компетентность учащихся? Как заинтересовать их в получении новой информации? Шагая в ногу со временем, библиотеки вслед за читателями переносят часть своей деятельности в сетевое пространство. Одна из задач школьных библиотек в современных условиях – предоставить читателям не только традиционные книжные источники, но и доступ к ресурсам электронных библиотек, таких как Национальная электронная библиотека, Президентская библиотека имени Ельцина и других, которые обеспечивают доступ к широкому спектру исторических литературных источников, которые могут быть полезны в учебном процессе. Коллекции данных библиотек могут стать основой для проведения библиотечных мероприятий разного формата. Одной из задач концепции развития школьных информационно-библиотечных центров сегодня является создание условий, обеспечивающих познавательную активность школьников. В настоящее время инновационных форм работы, применяемых в школьных информационно-библиотечных центрах, очень много. Это и квизы, квесты, трейлеры, книжные бульвары, библиотечные квилты, акции, флешмобы, челленджи и другое. У нас хорошо зарекомендовал себя библиочеллендж «Читательский дневник 21 века». Где дети создавали читательский дневник в разных форматах. В виде дневника с дополненной реальностью, в виде дневника, читательский дневник в виде поста в социальной сети, читательский дневник в виде электронного плаката они создавали. Создали также читательский дневник как путешествие героя по Google карте. В прошлом учебном году мы попробовали еще одну форму работы с учащимся – это сетевое образовательное событие. Сетевое образовательное событие – это эффективный инструмент для пробуждения читательского интереса в детях, также для развития их цифровой грамотности. Так, перелистнулась. Что дают сетевые образовательные события участникам? Идет активизация мыслительной деятельности, формирование культуры исследователя, развитие критического мышления, аналитическая деятельность, оценочная деятельность, коммуникация. Очень важно образовательные события педагогически продумать и разработать таким образом, чтобы вызвать у учащихся познавательный интерес к предлагаемой теме. И желательно самостоятельно искать, анализировать, оценивать и обобщать информацию по заданной теме. На подготовку события уходит очень много времени. Прошу обратить внимание, что сетевые события могут проводиться как в малокомплектных школах, так и в полнокомплектных. Мы попробовали провести такое сетевое образовательное событие к 100-летию Республики Коми в форме интеллектуальной игры, которую назвали «Ретро-Сыктывкар». Почему в форме интеллектуальной игры? На наш взгляд, интеллектуальные игры являются хорошим средством учебной мотивации учащихся, их позитивной социализации и выбора образовательного маршрута через систему интеллектуальных игр. Наша интеллектуальная игра была рассчитана на то, чтобы проверить, насколько мы знаем свой город, его историю. В ходе интеллектуальной игры мы предлагали погрузиться в период изменений столицы республики и посмотреть наглядно, как же менялось все то, что строилось и развивалось по маленьким крупицам, а переросло в настоящее достояние гордость города Сыктывкара. Цель, которую мы ставили, это расширить знания учащихся по истории столицы Республики Коми, городу Сыктывкару. Задачи события были: создать условия для вовлечения участников в интеллектуальную игру, пробудить в участниках сетевого образовательного события интерес к истории столицы республики, развивать информационную читательскую грамотность участников сетевого образовательного события, формировать у учащихся критическое мышление, креативность, коммуникацию, кооперацию, личностные метапредметные результаты, активизировать мыслительную деятельность участников сетевого образовательного события. Участниками нашей интеллектуальной игры стали команды в составе 3 человек из обучающихся 6-8 классов общеобразовательных организаций.
Общая продолжительность события составила 7 дней. Для участия нам понадобилось совсем немного. Это устойчивое интернет-соединение менее 50 мегабит в секунду, стационарный компьютер, ноутбук, социальная сеть ВКонтакте, онлайн-редакторы в лент времени ментальных карт, интерактивная онлайн-доска Padlet, программа Zoom и на телефонах установленная программа считывания QR-кодов. Интеллектуальная игра проходила в 3 этапа. Это подготовительный, основной и рефлексивный. На подготовительном этапе в социальной сети мы создали группу с названием «Сетевого образовательного события». Вся организационная работа велась в этой группе. Для погружения участников в сетевое образовательное событие был создан небольшой видеоролик о старом городе Сыктывкаре. В образовательной организации мы разослали письма приглашению к участию. Участники заполнили в социальной сети ВКонтакте была заявки на участие в событии и провели на подготовительном этапе стартовый вебинар для учащихся и педагогов. На втором этапе, это основной, это проведение самой интеллектуальной игры. В течение 4 дней участникам были предложены различные задания. Им нужно было в первый день восстановить хронологию событий, происходящих в 1930-2000-х годах в городе Сыктывкаре, и создать ленту времени из предложенных программах с добавлением интересного факта о данном событии или фотографии. Во второй день участники игры создавали свою ментальную карту в виде фотогалереи «Было-стало». В третий день участники получили задание, где необходимо было расшифровать QR-коды, под которыми спрятаны памятники города Сыктывкара, определить их место расположения и отметить на Google карте. В четвертый день участникам было предложено задание создать свой музей на интерактивной онлайн-доске Padlet. В этом задании у участников была возможность самим выбрать понравившуюся тему выставки в музее и дизайн виртуальной доски, наполнить стены аудио, видеофайлами, фотографиями, документами. И третий этап – это рефлексивный у нас был. На этом этапе мы провели итоговый вебинар в программе Zoom. Участники сетевого образовательного события представили на нем свои образовательные продукты, подвели итоги, определили победителей, провели рефлексию. Что мы получили от нашего сетевого события? Участники сетевого события узнали достопримечательности родного города, историю некоторых из них, создали оригинальные образовательные продукты, которые могут использоваться на уроках истории, на уроках краеведения, во внеурочной деятельности, отработали свои навыки работы в команде, повысили свою цифровую грамотность. Такие события формируют активную гражданскую позицию, любовь к родному краю, уважение к людям и читательскую активность. Тематика таких сетевых образовательных событий может быть разнообразной. Это можно взять и экологию, семью, историческое событие, государственные праздники, искусство, творчество писателя, все что угодно. Можно взять какое-нибудь одно литературное произведение, рассмотреть его с разных сторон. Например, со стороны математики, придумать задачи, связанные с данным произведением. Задания на сложение, вычитание, умножение, деление чисел, поработать с диаграммами и графиками. Со стороны литературы поработать с текстом, найти необходимую информацию в тексте, преобразовать текстовую информацию в таблицу. Со стороны русского языка придумать задания, связанные с морфологией, фонетикой, лексикой, синтаксисом. Со стороны изобразительного искусства придумать задания с использованием различных техник рисования. Со стороны предмета технологий поработать с различными материалами. Со стороны предмета географии, например, поработать с картами. А форма отчета может быть файл, содержащий ответы на вопросы, файл с инфографикой, размещенный в сети интернет, Google карта, облако слов, бук-трейлер, презентация, интерактивный плакат, таблица и многое другое. Сегодня большое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей. Можно взять тему, например, «Я россиянин, я будущее нашей страны» и провести сетевое образовательное событие на данную тему. Если трудно определиться с темой сетевого образовательного события, можно среди читателей провести или опрос, или анкетирование, чтобы выяснить, что их интересует и чем они хотели бы заняться. Но надо помнить, что подготовка сетевого образовательного события занимает очень много времени. И в течение года можно провести всего лишь 1-2 таких образовательных события. И при проведении события должен присутствовать всегда соревновательный характер. И задания должны быть креативными, и по времени не стоит растягивать, максимум до 7 дней, то у детей потом пропадет интерес. Спасибо за внимание.
Люди творческие, идущие множество времени есть в библиотеке или в школьных библиотеках, которые развивают не только детей своей школы, но и привлекают и другие районы. Наподобие можно провести мероприятие и абсолютно по другой теме, по разным темам. Поэтому, пожалуйста, если вдруг возникнут вопросы, я что-то не то открыла, да? Вдруг, если возникнут вопросы, да, пожалуйста, можно обратиться будет, да, Елена Анатольевна, для организации проведения подобных мероприятий. Ну а следующее выступление мы еще успеем до обеда прослушать. Давайте Марина Витальевна Черная, заместитель директора по воспитательной работе Чельябош. Как у вас в средней школе, как организовано, какое взаимодействие, что интересного расскажите. Усинский район. Да. Правильно выразилась, да? Усинский район. Да, ну мы сейчас уже новый город Усинск. Немного все, наверное, устали. Я вообще не могу, не понимаю, как дети сидят на таких стульях. И мне очень тяжело. Я всегда поражаюсь. Ну, не знаю, не могу сидеть. Такое отступление. Добрый день, уважаемые коллеги. Еще раз хочу сказать, что все то, что вы сегодня уже вот выступающие сказали, это касается, конечно, каждой абсолютно сельской школы. Но хочу сказать то, что мы, наверное, может быть, сейчас среди собравшихся самая маленькая школа, средняя. Ну, на сегодняшний день у нас 64 ученика, 14 педагогов. Тем не менее, в прошлом году мы стали победителями конкурса «Сельская школа». Тем не менее, 3 года подряд, вот я тоже слушала внимательно выступление коллег, 3 года подряд, и очень даже этим гордимся. Мы являемся победителем муниципального конкурса хоровых коллективов. Среди педколлективов 3 года мы всего участвовали, 3 года мы были победителями. Да, то есть, вот, знаете, сельская школа – это душа, это сердце. Ты вытащил, из села просто не будет, потому что, тем более сейчас, вот у нас, я сижу и все думаю, у нас самая большая все-таки проблема – это отток населения из села, образованного населения, того населения, которое правильно, так сказать, и расставляет приоритеты в своей жизни. И у нас остается очень большой процент малообеспеченных семей, многодетных семей. И чем меньше школа, тем ребенок менее социализирован. И нам надо больше обращать внимание для того, чтобы ребенок вышел в свет не с закрытым ртом, а с открытыми глазами. И поэтому вот как раз, наверное, больше я свою работу строю в этом ключе. Я сейчас хочу вам представить ролик и потом чуть-чуть еще раз рассказать о проекте, не буду долго задерживать никого. Давит, диктует форматы и стили. Мы на пороге большого открытия сильной, свободной, богатой России. Время менять, обещания строптивые, на это сделано здесь и сейчас. Люди свободные, честолюбивые, завтра России зависит от нас. Кто если не мы, сила поколения, кто если не мы, научное решение, кто если не мы, прорыв десятилетия, кто если не мы, на годы, на столетия, кто если не мы, единая команда, кто если не мы, науки, пропаганда, кто если не мы, за старым биться сильным, кто если не мы, свободная Россия, свободная Россия. Стиля не ждем, в эпицентре стихии, строим проекты великой страны. Мы помним историю нашей России, и эту историю делаем мы. Дерзко, уверенно, смело, логично, общие идеи и цели верны. Легко нам не будет, и это отлично. Успех наш зовется успехом страны. Кто если не мы, сила поколения, кто если не мы, научное мышление, кто если не мы, прорыв десятилетия, кто если не мы, на годы, на столетия, кто если не мы, единая команда.
сильных, кто из ленивых. Свободная Россия, свободная Россия. Кто из ленивых, сила поколения, кто из ленивых, на лучшее мышление, кто из ленивых, прорыв десятилетия, кто из ленивых, на годы настроения. Ну и вот если, ну, кто-то успел, да, там, конечно, было бы темнее, было бы интереснее видно, я что-то не рассчитала, чтобы вот так светло и немного темный экран, тем не менее. И вот этот вот проект «Память сердца», о котором я не знаю, что вышел, мы написали, что это наш любимый проект, и в этом году под этот проект мы выиграли 330 тысяч. Я так этим горжусь, вы не представляете. Мы уже закупили на эти деньги ноутбук, колонку портативную большую. Мы заказали 9 костюмов как раз вот для этого песенного коллектива из 9 человек, которым тоже я руковожу, это коллектив «Ивушки», вот, с которым мы победили 3 раза. И сейчас еще у нас заказали вот конкретно для этого фестиваля 6 мужских костюмов, военная форма, 9 пар сапог. То есть у нас очень уже, так сказать, большой гардероб выступлений. То есть мы все это копим, накапливаем. Ну, говорить можно очень много, но тем не менее, да, вот знаете, как тоже хочу еще сказать, мне почему-то достается всегда такой более тихий класс, ну, видимо, потому что я сама вот такая, да, и они идут за мной как цыплята, и как вот я иду, они идут, я делаю, ну, как на фотографиях, видите, да, я везде с ними, они со мной, я с ними, и иногда даже, когда другие классы приглашаешь, там, ну, сегодня идем убирать территорию памятника, сегодня мы собираем там мусор на территории кладбища или аэропорта, или прибрежной территории. Я прихожу, и мои приходят в полном составе. Прям гордость распирает, потому что вот они видят, что я горю этим, я живу этим, я всегда забочусь, они заботятся обо мне. Вот так вот. Без любви к детям работать в школе невозможно. И таких результатов достичь невозможно. Вот этот проект, мы уже потом с Аленой Александровной созвонились, когда это было вчера, я уже не была не дома, и я даже, ну вот просто... Доклад неинтересный, знаете, ну тут я даже его не стала читать, ну как неинтересно, мы все это знаем. Да, доклад я вышлю, он у меня, конечно, я просто вам... Не доклад, я про проект. Да, я хочу сказать, проект, да. Ну и перед этим мы еще выиграли еще один грант волонтерской деятельности, ну там маленькая сумма, но это было так приятно, мы даже думать не думали, это 17 тысяч. Мы, почему, быстро скажу, сделали... детский уголок для амбулатории, для сельской. Дети приходят, мама с детьми на прием, им нечем заняться. Мы из дома принесли старый стол, обклеили его, в школе взяли маленькие стулья, буквы, цифры, стишки, огни Барто наклеили. И потом этот проект, под него мы выиграли 17 тысяч, и еще заказали такую доску, мелки, и на оставшиеся деньги купили еще футболки детям. То есть у нас есть свой логотип, который нарисовала уже сейчас выпускница, она была руководителем отряда, у нас есть свой логотип, покажу футболку. Она очень яркая, мне было неудобно обратить внимание. Вот такой вот логотип. Мы не взяли, не видели в интернете, она его сама нарисовала, мы его на футболку, вот такой вот у нас свой логотип. Вот такие футболочки сделали, это своими руками нарисованный рисунок руководителя волонтерского отряда. То есть, ну, волонтерство, знаете, еще можно сказать, мы ведь вышли все из пионерии. Это вот то же самое. Вот то же самое, просто нужен человек, который горит и делает это. Наверное, все. А дальше, ну, как-то идет. Тяжелее всего писать проекты, тяжелее всего связываться с порталом ИГО. Это вообще убийство, застрелиться. А работать, наверное, ну и финансирование, да? Ну, я думаю, что вы понимаете, это сельские школы. Мы сегодня зашли, господи, нам до этой школы, ну, не дожить, наверное. Хотите править школу просвещения России, да. Действительно, под это дело выделяется колоссальное финансирование. Тоже вскочила. Дает возможность как раз-таки школам, и это сельские школы. И сейчас мы как раз в министерстве прорабатываем вопрос о том, чтобы включить
В этом году еще 14 школ. Наталья Владимировна говорила про 35, там 6 новостроек и 29 капремонта. Мы сейчас с министерством прорабатываем вопрос о включении 14 школ дополнительно к тем 10, которые уже есть. И некоторые пока министерство согласовывает, но хочу сказать, что как минимум 4 из них присутствуют в этой аудитории. Да. Ну, еще Ну, наше предложение, пожалуйста, пока это будет интрига и миф, потому что министерство еще не согласовало, но тем не менее, да. не сказала, да, что моя тема звучит решение задач воспитания и социализации сельских школьников через волонтерскую деятельность. Знаете, вот первый выпуск, который ушел, и сейчас дети ведь приходят ко мне в школу всегда, каждый свой приезд, и потом с родителями готовятся и говорят, там, говорит, некоторые, даже тетя Марина меня, кто-то, Марина Витальевна, говорит, так хорошо, что я, говорит, волонтером был, мне, говорит, несложно, там у нас один мальчишка служил, мне, говорит, несложно подойти спросить, мне несложно организовать. Другая девочка поступила в колледж культуры. То есть они социализированы, представляете, 64 человека. Ну вот это школа просто, да, они живут в своем маленьком миру. Их надо все время вот выводить, их учить разговаривать, обращаться, просто спросить, подойти. Сейчас ведь такой развитый мир, а им надо выйти, чтобы они были социализированы. И вот как раз вот я для себя, как классный руководитель, как зам по воспитателю, вот нашелся такой ключ. У нас есть господи, экологический отряд, и не кадетский, как они, господи, сейчас? Юноармейский отряд есть. Смотрите, то есть мы пытаемся все развивать как-то вот, потому что, ну, оно вроде и надо, но и мы взяли и распределили, наверное, на каждый класс. Вы юноармейцы, вы экологи, мы волонтеры. Вот так вот полегче, если вот кому-то, да, так, потому что некоторые школы, даже нашего района, они там и волонтеры, и юноармейцы, и эко-отряд, да, а вот так вот, наверное, полегче. Класс, как классный руководитель, он за это направление отвечает, и вот это вот полегче. Ну, поэтому волонтерство – это огромная социализация ребенка, сельского. Именно я вот не работала, не знаю, к счастью или несчастью, в городской школе, но, тем не менее, это огромная социализация. Спасибо, Марина Витальевна, за вашу дольку, наверное, да, которую вы, наверное, зажигаете не только ваших детей, но и все население Щирия Божия, поэтому вы живете дружно. Вам успехов. Спасибо вам. Ну, а мы объявляем перерыв после 20 минут. Постараемся быстренько покушать. Нам надо успеть до той секции, которая с нами обедает. На обед. Быстрее. А потом завершаем нашу работу здесь же, очень быстро. Можно? Обедаем в школьной столовой. Школьной. Там, где завтракали, да. Если кто-то не приобрел талончики, сейчас я узнаю. Есть те, у кого нет талончиков? Все с талончиками. Ну, хорошо, отлично. Алена Александровна, потом сюда, да, возвращаемся? Потом возвращаемся сюда. Завершаем и потом идем. Потом пойдем. Успеем. Да. Детский уголок тоже можно потом оставить.
Так, уважаемые коллеги, продолжаем. Так, я хочу предоставить слово дальше Галине Павловне Петруневой. Мы посмотрим с вами очень тоже важный и нужный опыт работы с особыми детьми, которых каждый год не только в сельских населенных пунктах, вообще, в принципе, в каждом населенном пункте прибавляется и прибавляется. Как работать с этими детьми и как их, так, скажем так, не отдалять от себя, чтобы они росли в социуме, развивались также, да? Каким образом происходит это в Зеленецкой средней школе? Галина Павловна, пожалуйста, заместитель директора Зеленецкой школы. Галина Павловна, да, обязательно. Так, добрый день, Так, я 6 лет занимаюсь детьми ОВЗ, курирую их, и вот в этом году впервые на базе нашей школы открылся лагерь для детей. Вы все знаете, что лето – это благоприятная пора для укрепления и сохранения здоровья, для развития психических и физических сил. Так, в Сыктывдинском районе, как и в других районах, на базе школ открываются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. Так, с дневным пребыванием. В нашей школе тоже они открыты, и в этом году набрали с 1 июня 140 человек, детей. Это 29% от общего количества. Какие направления перед вами, наверное, видны? Я тут постаралась покрупнее писать. Так, вот состав вроде большой, эколого-краеведческий, как у нас называется, военно-патриотический, потому что у нас кадеты есть. Так, лагерь труда и отдыха, это старшеклассники, даже некоторые сдавали экзамен и трудились здесь на благо нашей школы. А вот для детей АВЗ район впервые попробовал, потому что в нашей школе большее количество детей АВЗ инвалидностью, и у нас 10 человек было. Краткосрочная смена 7 дней. Так, какие же дети? Разновозрастные, 10. Все со статусом АВЗ. Среди них, со статусом АВЗ 32%, среди них 4 инвалида, это 25%. Так, все эти дети обучаются, кроме одного ребенка, адаптированной программе. Умственной отсталостью большая часть, 5 человек, ЗПР 4 человека и 1 ребенок с ДЦП. Хочу сказать, что кроме этих детей 6 посещали другие лагеря, школы, музыкальной школы, лыжной базы, детского и юношеского центра. И в июне месяце нами было охвачено ровно 50% детей с ОВЗ инвалидностью. Вот это так... Хотя вот воспитатели нежеланием, конечно, берут. Конечно, это инклюзивный лагерь смена получается. Но здесь, в чем плюс, я вот потом расскажу, что дети самореализуются лучше среди своих. Вот одна из самых главных причин. Вот это. Так, дальше. Цель, конечно, это создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья и отдыха этих детей. Задачи. Значит, задачи в основном программа была построена на этнокультурном материале, потому что эти дети, называется, большую часть времени проводили на улице. На улице общались с природой, общались с детьми других классов, содействовали коммуникативности, самореализации. И самое главное, это, конечно, социализация. Они, я прямо поражаюсь, как солдаты, самые равные, самые смелые по селу идем, значит, мини-поход на 1,5 километра до лыжной базы. Один раз был запланирован? Нет. Что у нас было хорошо? Каждое мероприятие у нас было рефлексировано и показано, кто как выделялся, какую роль выполнял, и они выдвинули, нет, мало одного похода, второй поход. Александр спрашивал, можно мне детей ОВЗ вывести за пределы, за эти ворота, которые по периметру выставлены в школу, но мы сходили. Какие же объективные факторы, определяющие специфику нашего лагеря? Это первое, я сказала, краткосрочный характер, потом разнообразные, разноплановые, получается, деятельность была с детьми. Так, эти дети, которым хочется попробовать все. И на язык, и руками, и на забор залезть, и выйти, но такого не получилось, чего мы больше всего боялись. Так, а самое главное, конечно, это принцип личностно ориентированного подхода. Каждому ребенку отдельно. Учитывался степень интенсивности, чередовались занятия. А в чем плюс еще хочу сказать? Мы очень серьезно подошли к выбору помещений. На первом этаже 2 помещения с интерната.
Спальная комната. Как это пошло на пользу? Дети уставали, солнцепек, жара, придут, лягут. Потому что есть дети с большим весом, тяжелые, есть, которые и ножки не работают. И вот хочу предложить, если вот для детей ОВЗ открываете, обязательно должна быть вот такая спальная комната. У нас 2 дивана было для них в фойе. И вообще в домашних условиях жили. Первый этаж. А для тематических мероприятий у нас была специальная еще комната с мультимедийным сопровождением. Вся инфраструктура школы соответствовала требованиям Санпин, заключениям Роспотребнадзора и, конечно, приказу директора. Вот посмотрите, пожалуйста, что только мы не занимали, какие помещения. И получается спортивный зал, это снаряды, инвентарь, площадка, актовый зал, музей, столовая, санитарные комнаты. И все эти территории были открыты для нас. Кроме этого, социальное партнерство. Получается, мероприятия проходили на базе сельской библиотеки, в Доме культуры, ДЮЦ. Но финансирование, наверное, везде по республике одинаковое, как называется, бюджетное и внебюджетное, это родительский сбор, всего было в сумме 100 рублей, 70 рублей добавочное на питание и 30 рублей на страхование жизни. Мы поскромничали, не решили собрать деньги на отдых детей, но дети очень внимательны и говорят, а почему? Вот на автобусе ли такая-то группа, и у них возникали вопросы, а когда, почему? Ну, конечно, это на будущий раз, если будет, мы учтем. Но ввиду того, что очень скромный бюджет у родителей с детьми ОВЗ, мы решили тоже поскромничать. Так. Формы работы для вас всем знакомы, известны. Но я вот хочу сказать, особое внимание открываю мастер-классу. Мастер-класс, как называется, мастер-класс, можно его проводить каждый день, потому что дети, они очень деятельностные. Я принесла бересту, она же очень много собрана на даче, называется, разгладила. А с чего все началось? Значит, началось с экскурсии музея. Я говорю, далеко сижу, высоко гляжу, не садись на пенек, не ешь пирожок. Какой предмет заговорил? Но они нашли короб. Короб нашли с чего, и на следующий день, после этого экскурсии, у нас мастер-класс соломы. Так, сено-сушеные, тоже на даче. Получается, это глина, которая для ремонта печи. И вообще весь материал, подручный материал пошел на мастер-классы. Поэтому даже научились рисовать одуванчиками. Пошли в поход на лыжную базу. Так, я говорю, нет карандаша, нет ручек, что будем делать? Вот, пожалуйста, выйти с этого положения. Никто не догадался. Ну, взяли мы одуванчик и по бумажке прошлись, у них следы и рисунок получился. Так, я хочу вам сказать, что ни одно мероприятие не повторялось, конечно, чередовалось. Так, я очень быстро покажу, вот тут приготовлены какие. День детства. Лагерь назывался «Шкамышка радуга», потому что дети все разные, цвета разные. И назвали этнокультурное, потому что этнокультурное содержание, и название тоже такое показали. Я говорю, когда Пушкинский день проходил, я говорю, а Пушкин ведь использовал в своих стихах какое слово? Какое? Челядь. Да, я ее читаю. Услышали. А потом я говорю, вначале прочитала на каком языке стихотворение, я говорю, это перевод. Не может Пушкин писать по какому? Я говорю, ну может, не может, но слово-то использует. И поэтому вот такие ситуации, они настолько детей перебили, и хотелось бы каждому достучаться и что-то сказать. Вот я просто показываю, какие мероприятия. И тут, как называется, история улицы, прошлись по всем улицам. Я говорю, гражданская война, тут проходили войны, потом к лагерю Гренада прошли. Получается, здравствуй, лето, так, разные. Потом день, не вижу, день окружающей среды, окулята были эколята, Пушкинский день России, день вежливости, потому что одной из трудностей, которые мы там увидели, это обязательно надо детей формировать в культуре общения. День сказки, вот здесь Пушкин поговорил там над Пухоми, так, как называется, вот музей, как раз здесь, наверное, мы где-то с берестами, залочки придется одеть, музей боевой славы, свой полк у нас, бессмертный полк прошелся. Так, но самое главное, чтобы личностный рост этого ребенка рос, чтобы коллективный, взаимопомощь. Мы выбрали, получается, цветовую гамму радуги. И каждому цвету была выделена, получается, функция.
всегда у нас начиналось, конечно, круга не получалось, у нас был полукруг. Полукругом сядут, и представляете, у каждого видит лицо, и каждый выговаривает свое, и даже выстраивает маршрут действий. Хорошо тем, что причем разновозрастные, от 17-летние и 8-летние. 8-летние дети, они были под опекой этих скромных детей. С одной семьи трое детей было вот, особо за инвалидами. Родители привозили на машине на отдаленный участок Зеленца, даже со Слутки, где мост проезжали, оттуда уже мальчик, но его взяли в семью. Так, и получается, рейтинг определялся ежедневно на отрядном круге, где каждому участнику по итогам дня присваивается не более 3 символов. То есть эти символы, Маргарита Александровна, где-то у меня тут были, как название, помощник, значит, командир. А потом они сами выдвинули уже и командиром быть. Надежный товарищ, умелые руки, я артист. А потом ребенок, который не обучаем, не учится, не разговаривает, просто мычит. Повела в спортзал, показала броски, баскетбольную сетку. За несколько приемов так научился, я говорю, генетически, здесь лучшая спортсменка школы была, и значит в нем тоже заложено это. Вот, пожалуйста, и он расцвел. Другой мальчик, 8-летний ребенок, значит, тоже плохо говорит, 9 человек из этих тяжелыми нарушениями речи. 2 дня молчал, а потом стал повторять за этими детьми реплики. Играем, значит, игру городки, принесла из городки, получается, он потом уже счет считает. Потом актеры говорят, что произошло с вашими детьми маленькими? Посмотрите, как он изменился. Вот посмотрите за 7 дней, насколько широко прошла его социализация. Мама говорит, дома я не замечаю. Я говорю, дома вы не замечаете, а в школе он проявляется. И вот эти, получается, такой рейтинг мы сказали, значит, я лидер, но они сказали командир. Дома родители готовили, приходят с бейджиком. Бейджик, написана даже функция у него. Какая функция? Представляете? Настолько они вошли в эту роль. А эта роль, цветовая гамма, была мотивационной шкалой. И самое главное, безболезненной. Не было очков. Соревновательного духа не было. И получались только цвета. И каждый ребенок выбирал 3 цвета. И когда в конце, потом они выбирали свою функцию на отрадном сборе, кто юный эколог, кто получается артист, кто спортсмен, кто там получается командир, кто помощник, надежный товарищ, они отмечали. И вот если посмотрите, какие цвета больше проявляются, какой цвет, Маргарита Александровна, на ваш взгляд, видите? Оранжевый, я активный помощник. Желтый, я активный участник мероприятий. Они все разные. И поэтому, когда в конце смены они сосчитали, каких у них больше цветов, у нас и поощрений было. Вот, пожалуйста, Маргарита Александровна каждому из них в дирекции вручила почетные грамоты. Вот у меня здесь, значит, которые уже вытащили, значит, номинации «Активный участник» и «Мастер умелой руки». Другой «Активный участник» и «Активный помощник». Какая радость! Где этот ребенок с другими детьми, которые в норме, вот получат столько поощрительных слов. Значит, директор почетной грамоты, а вожатые, воспитатели, конечно, это подарки. Хочется сказать, какой мы опыт еще взяли. Мы взяли в том отношении, что была у нас во время для учебной практики девочка 7-классница участвовала вожатой. Ага, вот камеру. Не все в форме. Извините, пожалуйста, Луганск, извините, пожалуйста, вот это даже... Диалог. Ваши глаз не видно. Если бы видно, я бы на вас смотрела. И поэтому хочу сказать, что изменения пошли. Но были опасения. Опасения не только у нас. Справимся ли мы? Очень мы серьезно отнеслись к составлению программы. Опасения были у родителей. Значит, организационные. Мальчик с сахарным диабетом. Укол надо делать перед каждой едой с инсулином. Первый день мама говорит, сделайте мне. Я говорю, как я? Я могу сделать. Я испугалась. Ну, хорошо, что медик, потому что и во время даже экзамена у это идет, получается, а уже медик спускается в столовую. Так, другая мама говорит, как мой ребенок впишется в вас режим. Он такой интерактивный, среди такого же темперамента. Приходили Маргарита Александровна на поклон, возьмите моего ребенка. Она говорит, как вы на поклон знаете? Я включаю через WhatsApp или Viber, говорю, вот открой этот шкаф, нажми, согрей столько-то минут. Представляете, как родители контролируют
когда некому ребенка оставить. Вот, пожалуйста, свободное время и контроль. И для таких детей, если 32 у нас, ну пусть, мне кажется, вот мы к какому выводу пришли, что 12-15 детей с ОВЗ можно взять на смену, но уже по желанию родителей не 7 дней, а хотя бы на 2 недели. На 2 недели. Но обязательно нужно напарничество. То есть 2 воспитателя. Один воспитатель остается, скажем, с этими, другие куда-то ушли. Вот уйдут, вот отправляю на первый этаж, например, отправить, и сразу за ними, за ними надо бежать. А самое главное, что они очень взрывоопасны. Вот хорошо сидели дружно-дружно, и вдруг раздражение, агрессия, убежали. И приходится, вот я бегала, представляете, на походе, впереди идут меня хорошо. А потом, конечно, вот эти старшие мальчики из такой семьи, что они добрые, они взяли их за руки малышей, успокаивают, умеют ждать, потому что их дорогу надо переходить. Там мостик у нас очень живописный есть, там стоят, ждем. Так, и еще какие выводы я могу сказать? Так, правила работы мы выработали. Работать с детьми с хорошим настроением, быть внимательным, видеть все нюансы поведения, общаться с ними на равных, но и проводить рефлексию на каждом мероприятии в конце дня. Это, получается, очень помогает мотивационно и социализироваться, и дарить детям радость, потому что дети чувствовали радость. Так, конечно, есть и пассивные, но приходится, хотим сказать, что 90% мероприятий у нас было выполнено из тех мероприятий, плюс дополнительное сетевого партнерства. Трудности. Не сформирована культура общения со взрослыми. Вот моя вожатая говорит, зашли в дирекцию, так было стыдно, что так кто-то выкрикнул. Так, повышенная возбудимость, раздражительность, трудности понимания инструкций, многократное повторение, конфликты при совместной деятельности и нужна постоянная помощь. Очень серьезно тоже отнеслись к выбору педагогов. То есть были выбраны те, которые конкретно работают с этими детьми. Логопед, учитель, которая с каждым работает индивидуально, и поэтому она знала психологию каждого ребенка. А потом еще и родители. Родители всегда были на контроле, с ними была всегда связь, в любое время они могли позвонить. Конечно, не все родители открывают все тайны поведения своего ребенка, но чем больше мы это знаем, конструктивный диалог – это залог успешной смены, как мы решили. Они раскрыли, и уже нюансы мы знали и ожидали, что может этот ребенок в какой-то момент что-то, может быть, и нехорошее сотворить. Так, дальше. Предложение, вот я уже сказала. Обязательно нужна психологическая помощь специалиста. Педагогический состав должен быть из узких специалистов. Организация родительского сбора на отдых детей, выезды в бассейн, музей, батутный парк, это вот наши дети ездят. Организация спальной комнаты. Так, учет индивидуальных и психологических особенностей детей, конечно, стоит на первом месте. Так, вот этнографический наш музей, зал боевой славы, это вот где мы рисовали одуванчиками на лыжную базу, ходили, как называется. Так, спортивные эстафеты, спортзал огромный, господи, играй да играй. Так, и результаты работы лагеря. Конечно, я вот Маргарита Александровна говорю, Маргарита Александровна, мы запланировали, а почему-то как-то так получилось, что все задачи выполнили. Я даже как-то к этому не приходила, но ни одна задача не осталась невыполненной. Так, сплочение детского коллектива. Вот хочется сказать, что за 7 дней дети сплотились. И вот была у них преемственность. Активность их поднялась путем увлечения в социально значимую деятельность. Знания, конечно, новые. Хочу сказать, разучивание песен мне не нравилось. Я не знаю почему. Песня хорошая. Так, физические, психологические силы, познавательные способности, так, умения, трудовое и творческое. И самое главное, дети развили коммуникацию. Говорили. Они между собой говорили на равных. Обращались к учителю. Вот так-то сделаем, так-то сделаем. И школа получила опыт организации детского оздоровительного лагеря для детей с ОВЗ. Спасибо. Вот наша красивая школа. Нет, из коллег присутствующих, может быть, были такие подобные лагеря в других районах? Нет, пока, да? Но что мне сказать? Те, кто работает с детьми с ОВЗ, мне только хочется сказать, педагоги, вы святые, вот честно. Да. Но я так понимаю, что как программа развития дальнейшего, эту программу я видела на раз еще, да, ведь? И следующий год у нас есть ведь еще и республиканский конкурс программ летних лагерей, в том числе и в образовательных организациях. Вот такой лагерь, мне кажется, надо транслировать этот опыт и, конечно же, выходить еще на один конкурс.
Когда у меня предложение, это положение пока это. Положение не делится. Положение, да. Программа не делится. Только хотела спросить, готовы ли мы поделиться? Ладно, скажем так, для узкого круга. Я уже не буду заниматься, уже коллеги, которые знают, да? Ладно, мы продолжаем. Спасибо вам большое. Продолжаем последний у нас доклад на сегодня. Василина Георгиевна Томилова, пожалуйста, какие взаимодействия у вас в Устилимском районе, налажены, организованы в Пижемской средней школе? Всем добрый день. Да, я заместитель директора по воспитательной работе Пижемской школы Устилимского района. Вот, и хотели бы представить свой опыт работы по теме школа социокультурный центр села как ресурс духовно-нравственного развития учащихся. Но опять же, социокультурный центр, да, звучит громко, но мы школа на селе, да, и как бы все равно мы взаимодействуем со всеми. Я немножечко сокращу, да, остановлюсь на самом главном. Итак, ну мы, наверное, как и все школы, да, взаимодействуем с социальными партнерами. Это администрация нашего сельского поселения, Дом культуры, сельские библиотеки, ФАП, Устилимский комиссариат, обязательно, Совет ветеранов. Дальше, значит, наши индивидуальные предприниматели, да, с детским садом нашим, который находится, да, совсем рядом с нами, с пожарной частью, да, и с пограничным нашим братством. Вот, ну, наши основные направления, да, в этой деятельности. Значит, как у нас все проходит, да? Ну, на слайде вы можете видеть, да, наши мероприятия. Сейчас я немножечко покажу фотографии, да, какие мероприятия мы проводим. Итак, ну, наше ежегодное, да, шествие «Бессмертный полк». Ежегодно ребята старших классов изготавливают гирлянду, да, и возлагают нашему монументу. В концерте обязательно 9 мая участвуют, да, юнарня у нас выносит Знамя Победы, да, и наши ребята обязательно выступают. Возлагаем цветы памятникам, да, мы являемся центром муниципального отряда волонтеров Победы, да, я являюсь руководителем муниципального отряда, школа наш центр, и поэтому обязательно волонтеры Победы, да, волонтеры нашей школы, отряда «Я волонтер». Мы всегда возлагаем цветы не только у нас, да, в селе, а ездим по всем деревням. Подарки на 9 мая, да, труженикам тыла, ветеранам нашей школы, детям войны. К сожалению, у нас уже нет ветеранов Великой Отечественной войны, да, остались только труженики тыла. Дальше проводим мероприятия, квесты, риски. Допустим, вот один из них – это имена Великой Отечественной войны, где участвуют и родители, и дети, и педагоги, да, то есть команда родителей, команда детей, команда педагогов. Дальше Георгиевская ленточка, да. День белых журавлей, то есть проводим вместе с библиотекой, да, бывает, что библиотека нам помогает. Дальше свеча памяти, тоже при поддержке, большой поддержке организации волонтеров Победы. Бессмертный полк. Вот у нас вот поднимаешься, когда на второй этаж по лестнице, да, наши учащиеся сделали каждый, ну, в семье, у кого есть ветераны Великой Отечественной, да, вот такие вот портреты. Знамя Победы. То есть мы когда-то это делали на конкурс, теперь те ребята, да, у кого еще нет здесь прабабушек, прадедушек, добавляют вот такие вот отдельные вот флажочки. Плохо видно, конечно, да, вот он такой вот где-то красный флаг, и ну, как бы, ну, примерно вот он уже, наверное, вот будет с такой вот большой. Мы носили его на 9 мая, но стал рваться, поэтому теперь у нас только в музее находится. Вот, ну, благотворительная помощь, да, помогаем с нашей ветеранской организацией, обязательно взаимодействуем, помогаем труженикам тыла, детям войны. Уборка территории памятников, уроки памяти, смотр строя, песни, да, акции к Дню флага 12 июня, да, наш День знаний, День самоуправления, выборы, да, адмирала и президента школьной республики, беседники с сотрудниками полиции. Дальше. Взаимодействие с администрацией сельского поселения. К нам депутаты приходят, рассказывают о своей деятельности. Глава сельского поселения обязательно.
Дальше спортивно-оздоровительные мероприятия, да, классные часы, родительские собрания, обязательно с привлечением сельской социума, да, вот, взаимодействие с ФАП, да, катаемся на коньках, у нас свой каток мы зимой заливаем, поэтому педагоги, дети, день здоровья. Обязательно волейбол проходит ежегодно, команда учитель-ученик, да, играют между собой. Приглашаем уже команды наших партнеров. Вот наши волейболисты. Да. Наши мальчишки играют уже и наравне с мужскими командами, как бы занимают призовые места. Наши спортивные соревнования. Мы участвуем, да, у нас есть турпоходы, турслеты. Мы выезжаем на сплавы, да, то есть у нас есть свой катамаран. И вот наш сплав в верховьях реки Пижма. Да, ползаем по скалам, обязательно со снаряжением, как бы со страховкой. Наши акции, которые проводят волонтеры Победы: нет курению, мы против ВИЧ, тоже ежегодная лыжня России, с ДЮШ проводим. Дальше, значит, художественно-эстетические, ну, у нас есть курс ОРКСЛ ДНРК, мы проводим традиционные праздники, да, это колядки, выступаем на Пасху, да. Даже был конкурс куличей, когда мамы с ребятами пекли. У нас ведется, значит, 2 музыкальных кружка, да, гитарист и мир вокального искусства. И в рамках этих 2 кружков у нас создана своя музыкальная группа «Музыка, магия звука», которая является участником и победителем многих конкурсов, да, фестивалей. У нас. Также мы сами, да, педагоги школы, у нас тоже есть свой хор. Нам есть тоже чем похвастаться. Мы поем пижемские песни. Да, вот мы в пижемских нарядах здесь. Да. Здесь мы на фестивале в районе участвовали. Да. Наши ребята являются участниками образцового фольклорного коллектива «Веретенцы», который известен, наверное, на всю республику. Да, вот они у нас, красавцы наши. Вот. Ну и социальное партнерство, да, это у нас кабинет психолога. У нас на школе работает психолог. Наш отряд волонтеров. Я волонтер. Мы тоже работаем уже 10 лет. Вот. К сожалению, не классом. Набираем самых активных ребят, готовы помочь. День семьи обязательно отмечаем. Посадка деревьев вместе с родителями, да, тоже сельским поселением на территории школы. Садили на территории площадки детской. Уборка, да, территории школы, рядом с территорией школы. И также расчищаем снег на территории сельского поселения. Также участвовали, была благотворительная акция «Подари книгу детям», да, то есть мы, родители, приносили вместе с детьми книжки, мы собирали в школе, потом мы разносили в детский сад и отправляли в Ухте в реабилитационный центр. Игрушки, книжки. И обязательно помогаем в библиотеке сельской ремонтировать, да, какие-то книжки, которые порваны. Также у нас проходит ежегодная акция «Мы помогаем родной школе». Это посадка и копаем картофель. Наш приусадебный участок, пришкольный участок, да, где мы выращиваем. Ну и хотелось бы в конце сказать, еще очень много мероприятий, конечно, это только часть. Очень радует, что мы наконец-то нашли общий язык с нашими папами. То есть мы для них в первый раз провели квест для пап. Мы думали, никто не придет. Пришли 10 человек, 10 пап, у нас 11 классов, да, от каждого класса. По папе, ребенку квест прошел на ура. И теперь папы говорят, почему вы так мало проводите мероприятия с нами? Да, то есть они тоже, как оказалось, очень рады участвовать, не только наши мамы. Вот. Ну и чем мы, да, так сказать, наверное, можно похвастаться, что удовлетворенность родителями нашего качества воспитательного образовательного процесса в этом году стало 95%. Да? У нас нет, очень что радует,
наркозависимых, да, уровень воспитанности, который у нас вот в этом учебном году был подсчитан, нет пропуска без уважительной причины, и у нас наш социум, да, нашего сельского поселения нам очень помогает. Ну вот кратко как-то так. Спасибо. А сколько человек в школе? У нас в школе в этом учебном году было 96. В этом надеемся, что будет 101. Спасибо всем за